Добрый день! Сегодняшняя тема дистанционного урока – удар по мячу разными способами. Цель урока – формирование системы двигательных навыков, научить технике удар по мячу ногой, головой, остановки мяча ногой, развивать скоростно-силовые качества, развитие различных групп мышц. Удары по мячу – основное средство ведения игры. Выполняют их ногой и головой различными способами, имеющими свои разновидности. Способы ударов: внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, средней частью подъема, внешней частью подъема, с поворотом, через себя, ножницами, с полулета, середине лба в прыжке, головой в падении. Удар внутренней стороной стопы. Место начала разбега мяч и цель находятся примерно в одной линии. Ударное движение начинается с одновременного сгибания бедра и поворота к наружу ноги. В момент удара стопа находится строго под прямым углом по отношению к направлению полета мяча. Удар выполняется серединой внутренней поверхности стопы. Вы видите это на экране. Удар внутренней частью подъема. Разбег выполняется под углом 36 градусов по отношению к мячу. Цели: замах ноги близко к максимальному. Опорная нога слегка согнутая в коленном суставе. Ставится на внешнюю часть свод стопы подошвы. Туловище несколько наклонено в сторону опорной ноги. В момент удара условная ось, соединяющая мяч и коленный сустав, наклонена в фронтальной плоскости. Данное условие, а также нанесение удара в среднюю часть мяча определяет его низкую траекторию. Удар средней частью подъема. Линия разбега мяч и цель находятся примерно на одной линии. Опорная нога ставится с пятки на уровне с мячом. Во время ударного движения происходит перекат опорной ноги с пятки на носок. Условие: ось, соединяющая мяч и коленный сустав, в момент удара строго вертикальна. Значительная площадь соприкосновения стопы и мяча позволяет выполнить удар достаточно точно. Удар внешней частью подъема. Наиболее часто применяют для выполнения резных ударов. Структура движения при ударах средней и внешней части схожа. Отличие заключается в том, что во время ударного движения поворачиваются внутрь, бронируются голень и стопа. Удар с поворотом. В подготовительной фазе задний толчок последнего бегового шага к мячу служит замахом ударной ноги. Опорная нога несколько согнутая в коленном суставе, развертывается в сторону предполагаемого полета мяча и ставится на внешний свод стопы. Туловище отклоняется в сторону опорной ноги. С поворотом туловища начинается ударное движение ноги в горизонтальной плоскости. После проводки ударная нога движется вперед и опускается вниз, скрестной от опорной. Удар через себя ножницами. Выполняется средней частью подъема по летающему предлагающему мяча, когда необходимо произвести неожиданный удар в ворота или передачу через голову назад. Удар с полулета обычно производится по мячу сразу же после его отскока от земли, выполняя его целесообразно средней и внешней частью подъема. При этом важно точно рассчитать место приземления мяча, поставить опорную ногу как можно ближе к этому месту. Ударное движение начинается до момента приземления мяча. Непосредственно после отскока мяча наносится удар. Голень в момент удара строго вертикально, носок оттянуть вниз. Удар середине лба в прыжке выполняется толчком вверх двумя или одной ногой. Руки несколько согнуты в локтях, поднимается вверх до уровня груди, что способствует увеличению высоты прыжка. Непосредственно после отталкивания выполняется замах. Туловище отклоняется назад.
Удар по мячу следует выполнить в наиболее высокой точке прыжка. Удар головой в падении. На последних 3/4 шагах разбега туловище наклоняется несколько вперед. Толчок выполняется одной ногой в сторону предполагаемой встречи с мячом. Полет происходит параллельно земле. Движение мяча находится в поле зрения игрока. Удар выполняет в середине или боковой части лба. Приземление происходит на слегка согнутые напряженные руки. Заключение. Несмотря на все многообразие ударов по мячу, ногой можно выделить фазы движения, которые являются общими для многих способов. Предварительная фаза, подготовительная фаза, рабочая фаза и последняя, завершающая фаза. Предварительная фаза разбега, величина разбега и его скорость определяются индивидуальными особенностями футболистов и тактическими задачами. Подготовительная фаза – замах ударной и постановки опорной ноги. Во время последнего бегового шага после заднего толчка выполняется очень важная фаза – замах ударной ногой. Рабочая фаза – ударное движение и поводок. Ударное движение начинается в момент постановки опорной ноги с активного сгибания бедра, резким захлестывающим движением голени и стопы. Выполняется удар по мячу. Завершающая фаза – принятие исходного положения для следующего движения. Благодарю за внимание.